Северо-Остинскому государственному педагогическому институту исполнилось 90 лет. По этому случаю в Остинском театре был устроен праздничный концерт. Среди зрителей представители власти, педагоги и студенты. За столь относительно недолгий срок существования институт не раз занимал лидирующие позиции в рейтингах страны. Многие студенты вуза сегодня известные видные деятели культуры и политики. Поздравили гостей вице-премьер правительства Северной Осетии Рустем Келексаев, ректор СОГУ Валерий Сузанов, а министр образования республики Алан Угоев сообщил коллективу и учащимся института важную новость, которая для всех стала приятным сюрпризом. Я передаю решение руководства республики о том, чтобы передать педагогическому институту, школе «Диалог» новое здание, которое строится. В правительстве Северной Осетии состоялось заседание антинаркотической комиссии. На встрече обсуждались вопросы профилактики наркомании. С докладом выступил начальник управления региональной службы судебных приставов Алан Купеев. Он сообщил, что на сегодняшний день за хранение и распространение наркотических средств в колонии находится более 1500 человек, а более 2500 стоят на учете. Главный врач реабилитационного центра Александр Газаев предложил соответствующим органам предоставлять в республиканский центр список заключенных, у которых до окончания срока остается меньше месяца. Цель подобной практики – мотивация больных к лечению и реабилитации. Вопросов бывает очень много, по крайней мере у родителей. Вот как себя вести, например, с больным, да, наркозависимым родственником, да, или, например, в какой реабилитационный пойти лечиться, да, потому что их, скажем так, около 1000 негосударственных реабилитационных центров, мы сотрудничаем около 30. Республиканский конкурс авторских стихов «Мадалонов Мадау Атчен» состоялся в столице Северной Осетии. Авторские стихотворения оценивала конкурсная комиссия. В состав жюри вошли члены Союза писателей, представители Министерства образования и парламента. Знатоки остинской филологии и словесности в первую очередь оценивали культуру речи, содержание произведения, интонационную выразительность, креативность и артистизм конкурсантов. Первые места в своих возрастных категориях заняли Сармат Багиев, Таймураз Хутинаев и Знаур Габараев. Им были вручены грамоты и планшеты. Остальных лауреатов и призеров конкурса наградили дипломами и ценными подарками. Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным и надеются на то, что школьники в будущем будут принимать в нем активное участие. Стихотворения, присланные в орготдел, были разнообразны по содержанию, по реализации самой идеи, самой темы. Конечно, были стихотворения посильнее, конечно, были и послабее, но в общем все дети постарались реализовать в творчестве показать в творчестве свою любовь к остинскому языку, к нашей родной культуре, традициям и обычаям. Заслуженный тренер России Владимир Уруймагов вновь тренирует детей. Борцовский зал по улице Астана Кисаева посещают ребята в возрасте от 10 до 14 лет. В настоящее время продолжается набор в детскую и подростковую группу. Среди учеников Уруймагова победители и призеры Олимпийских игр Хасан Бароев, Алан Хугаев и Рустам Тотров. В прошлом олимпийский чемпион, а ныне министр спорта республики Хасан Бароев и по сей день часто оказывается в зале своего наставника. Стоит отметить, что за последние несколько лет Остинская школа спортивной борьбы вернула себе былые позиции. Пройдя такую карьеру, как тренер, я думаю, мало кто из тренеров, да, может гордиться и такими результатами, которые достигом в спорте. Ну, взял и вернулся в прошлое и все решил опять создавать все изнизу. И вот сегодня вы видите, какие дети, какой возраст здесь в этом зале. Дай Бог, чтобы у него хватило терпения, потому что это не год, не два, это лет 10-15. Ему нужно попадеть очередной раз, все начав с нуля.